Ассаламу алейкум, аят машвуир, шавига машвуир. Валейкум салам. Добрый вечер, Всех, дорогие друзья. Сегодня уже на русском языке у нас, так? да, совершенно верно. Сегодня 6 декабря 2025 года, 19 часов 7 минут по Брюсселю, 21 час 7 минут по городу Джахару. Сегодня у нас 179-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим называется «Путин с Уитков и Кушнером в Кремле». И вторая тема – взаимные удары РФ и Украины. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аядом Эдиговым. И призываем вас всех, если вам это безопасно, вы не находитесь во временно оккупированной Ичкерии либо в фашистской России, пишите комментарии, задавайте вопросы. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм, также на YouTube-канале Реалити и в ТикТок. Заходите, пишите комментарии, я их буду зачитывать. И вот сразу, Аят, как обычно, передаю вам слово и спрашиваю вас по поводу встречи Путина, Уиткова и Кушнера в Кремле. Что происходит, Аят? Почему вот эти встречи происходят? Добрый вечер, дорогие друзья. Что там происходит? То, что там происходит, на самом деле, как бы до сих пор держится в секрете. И главное то, что там вроде бы шла речь о том, что они будут обсуждать этот примерный договор, который предлагал Путин, который потом попал к Трампу в Америке, и потом они назад его привезли, уже там 19 или 20 пунктов, и они пытались там вроде бы вот это все обговаривать. И они говорили там 5 часов. Представьте себе, они говорили 5 часов, и о чем они там договаривались. Потом, когда мы побольше сейчас информации получили, оказалось, что если настолько это верно, но из разных информаций, источников, оказалось, что там они вообще этот план не обсуждали. 28, 20 и 19 пункт. Вообще. У них были там какие-то другие 4 пункта. Что это отметили, 4 пункта. А что это были за пункты? Пока что, вот, видимо, это не открывается, но, видимо, это вот сегодня было сообщение о том, что Белый дом там опубликовал свою, значит, позицию в отношении тех вопросов, которые сегодня и в будущем будут действовать Соединенные Штаты Америки по безопасности. Но это я в конце скажу. Одним словом, там в Украине идет война, несмотря на то, что они там сидели, договаривались. Вроде бы там все договорились. Сказали, что все отлично и прекрасно, и что Путин хочет остановить войну. Однако, несмотря на это, постоянно мы видим день и ночь, как бы, значит, все больше и больше Путин посылает ракеты, дроны и убивает мирное население Украины. Он целенаправленно бьет по домам, по жилым домам. По гражданскому. Да, по гражданскому населению. Он бьет по роддомам, он бьет по школам, он бьет по разным жилым зданиям, по больницам, везде бьет. И то есть он изматывает, скажем, население, пытается вот так вот добить население Украины, которое устанет и будет за то, чтобы сдаться. Вот такая политика изматывания, видимо, такая политика, они о ней договорились. Похоже, что вот так вот. Но из информации, которая идет, мы хотя и говорили об этом, речь идет о том, что на Арктике очень большие залежи природных ископаемых, и оттуда, похоже, есть возможность вытащить 2 триллиона долларов или евро. Такие вот идут разговоры. Этот вопрос они там обсуждали, какие там могут быть
каким образом это будет. И потом даже стоял там вопрос о том, что будем делать, потому что вот Россия сейчас как-то зачахла, что нужно ей давать, ну, убирать эти санкции, и нужны ей еще и деньги. И Россия предложила якобы, предложил из тех 350 миллиардов долларов, которые находятся у них в банках Европы, чтобы они оттуда забрали какую-то часть, половину или больше, чтобы Америка забрала. И из них потом 50 миллиардов якобы они должны передать России. То есть как бы за спиной, скажем, украинского народа, за спиной самой Европы, Европейского Союза идут какие-то, вот говорят, вот такие вот договора. Договора эти, собственно говоря, не могут, в принципе, заключаться и говорить, утверждая, что они беспокоятся о судьбе украинского народа или о суверенном государстве Украины. И в конечном итоге, когда они все это дела как бы вот так вот раскручивают, и, видимо, там этот Кушнир, он был не совсем доволен этой ситуацией. В каком плане, я не знаю. Ну, по крайней мере, были такие высказывания, что Витков был очень доволен, а этот Кушнир был недоволен чем-то. Но это вопрос другой. И потом они на этих переговорах ввели какие-то там исторические нюансы, как это было в прошлом, что такое. Он пытался, Путин, убедить их, что это территория России, что она была и остается, забывая, что есть современное международное право, которое принято и которое защищает и зиждется на этой платформе сама Америка. Там есть Организация Объединенных Наций, там есть все другие международные организации, и здесь вот в глазах всего мира вот такое вот происходит. Что это такое? В глазах ли всего мира это? Если это действительно, а это надо нам как бы знать. Но пока идут вот эти разговоры, и еще речь идет о том, что эти деньги, которые находятся здесь на Западе, американцы хотят из них забрать львиную долю, собственно, большую долю, и передать часть, как я сказал, русским. А из этих денег, значит, американцам тоже как бы достанется какой-то, большой, как говорится, куш, если 250 им. Но как они там распределяли, не знаю, я говорю только о том, что я читал и слышал. Здесь вопрос такой. Что же это происходит? Мы должны об этом думать. Куда это все, вот это современное международное сообщество идет, к чему это клонится, как это получается? Сдать Украину из 2 триллиона, скажем, долларов, значит, украинскую народ сдать, ее страну сдать, куда все это пойдет? Но в то же время мы с тобой еще в прошлый раз говорили, что есть специальный закон, который был принят еще в первую каденцию в 2017 году и подписан президентом Трампом самим. В этом законе запрещается, не то что запрещается, наоборот, там целенаправленно сказано о том, что нужно решать вопросы, то есть делать все для того, чтобы изгнать, осудить Россию и за захват, скажем, Крыма и других территорий Украины. Кроме этого, там сказано и о том, что нужно за этим следить и на территории, скажем, Кавказа и на территории, там, скажем, европейской части. Имеется в виду, видимо, вот балтийские страны, если на них нападут. То есть этот закон является, он такой гарантированный закон, который не может, скажем, власть Америки там что-то вот предпринимать и сделать против Украины. Вместо того, чтобы этот вопрос решать в пользу Украины, видимо, сейчас идут какие-то, как говорится, движения для того, чтобы, значит, как-то обойти этот закон, который был принят самим, скажем, президентом тогдашним Трампом самим. И над этим идет вот большая вот работа потайная,
И мы видим, что эта работа, значит, направлена не против только, скажем, Украины. Если против Украины, это направлено, оно, значит, направлено против всех народов, скажем, которые оккупированы. Так? Я имею в виду и Грузию, я имею в виду и нашу республику, я имею в виду и Молдову, и другие территории, и все, что является, скажем, сегодня незаконно захвачены, и разборки, которые мы можем вести, допустим, против сегодняшней власти империи, я имею в виду эти национально-освободительные движения, которые есть в самой России. А это тоже как бы, на этом тоже как бы ставится крест. Вот что происходит там из того, из той информации, которую мы имеем. Ну вот, вкратце, если говорить, речь вот об этом идет, Аслан. Мы можем это продолжить дальше. Если есть вопросы, есть, значит, дополнения, давай тогда поговорим, узнаем людям, чтобы вот я вводную так сказал, а там поговорим. Давай, Аслан. Спасибо, Аят. Здесь Асиус, напишите ваш вопрос. Напишите, я его зачитаю, и Аят ответит. Желательно, чтобы это все было по теме, конечно. Балтийцы не верят в помощь Трампа. Он союзник Путлера и Китая. Вот нам наша подписчица из страны Балтии говорит там, из Литвы, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, здесь... Да-да-да. Что вы думаете? Ну, вот что вы по этому поводу? Думаю, да. Но здесь нет сомнений в том, что мы уже долгое время, с того момента, как пришел к власти Трамп, не можем никак определить, какую же он занимает позицию. Почему вот так вот все это идет? С чем это связано? И, конечно, я так понимаю, что Трамп ведет какую-то такую тонкую игру, как будто все об этом говорят, и что он хочет, чтобы Россия прекратила войну, вывела, об этом не было речи, остановить ее на тех пунктах, где она сейчас идет, и с этим должна как бы согласиться Украина. И тогда после этого, значит, был разговор о том, что Украина должна с этим согласиться. Потом был разговор о том, что Россия требовала, чтобы эти территории, которые она под себя взяла, чтобы они были признаны на международном уровне. То есть это вообще неприемлемые вещи. И вот эти споры пошли. После того, когда вот эта цена этого дела поднялась, видимо, вот сейчас как бы в оборот пошли вот эти 2 триллиона долларов. И здесь вот сейчас они не знают, что делать и как эти деньги заполучить. Ну, там они будут делать разработки. Потом об этих деньгах, которые я говорил, которые лежат у России на Западе. Здесь вот такая вот ситуация. И мы можем смело говорить о том, что мы точно не знаем, что же все же, можно ли верить Трампу или нет. Вот вопрос, вот так вот встает вопрос, из-за того, что мы не можем здесь точную информацию не иметь. Хотя мы можем предполагать, что это совершенно, значит, недопустимые шаги в том плане, которые вот мы сейчас слышим. И я должен добавить еще, что после того, как они встретились 2 числа там с Витков и Кушнир, и после этого европейские все, значит, главы государств встретились, то есть обговорили эту ситуацию, и они тоже очень сомневаются в том, что ситуация, ну, может быть, благоприятная для, скажем, и Европы даже. Вот они. И тогда они приняли, обсуждая все это, они приняли решение. Это есть уже сообщение об этом, в котором этот председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она, значит, пошла на такой шаг, который позволяет ей в условиях вот такой неразберихи, в условиях
чрезвычайного положения, она приняла решение, которое позволительно ей, что все эти деньги, которые лежат в банках России здесь на Западе, она может эти деньги передать и решить вопрос, чтобы эти деньги были переданы Украине. Сейчас, на первый случай, они заявили, что они будут передавать эти деньги, ну, целенаправленно для тех вопросов, для того, чтобы защитить Украину и восстановить ее, и чтобы она могла работать, противодействовать, в смысле, агрессии своей. И речь идет о 250 тысяч миллиардов долларов. О тех как раз деньгах, которые говорили здесь Витков и Трамп, и о которых они хотели себе там присвоить, и хотели, они уже заявляли о том, что им нужно отдать вот эти деньги, перевести им. И здесь они принимают решение в противовес тех решений, которые пытаются навязать Украине и Европейскому Союзу. И эти европейские страны, основные страны, заявили, что вот такое решение приняла эта женщина. Это Урсула ван дер Лаф или ван дер Гоф? Фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен. Ван дер Ляйен. В общем, она приняла это решение, и оказывается, она могла это сделать, и это сделано против тех решений, значит, они знают, что. То есть они уже сомневаются в действиях Трампа, в том, что он будет защищать не только Украину, и в том, что будет ли он защищать даже всю Европу. Если они даже нападут, вот сейчас они готовятся там со всех сторон, мы с вами информацию полностью не имели, ну а эти люди, которые во власти, они имеют эту информацию, и не случайно они начали огораживаться. Все страны, которые, допустим, с севера, это Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, они строят свои такие заборы, готовятся к этому. Казалось бы, что, может быть, это и нет. Там же в Польше сейчас прошли эти учения, и при том, кстати сказать, там они прошли учения с участием американских танков Брамс или Абрамс, вот этими. И это говорит о том, если с одной стороны вот так вот руководство Соединенных Штатов Америки говорит, что вот такая ситуация, и что они к этому ведут дело, а здесь, с другой стороны, вот эти вот, скажем, структуры власти, да, которые должны выполнять и действовать по своим законам, они здесь принимают решения в пользу того, чтобы, значит, противодействовать России. Более того, в Организации Объединенных Наций там принималась резолюция о том, чтобы заставить Путина вернуть украинских детей, которые они, значит, захватили, увезли к себе. И там в числе тех, которые проголосовали за то, чтобы они вернули их, были и американские, значит, представительства, проголосовали тоже за это. С одной стороны, кажется, вот как бы, вот так получается, что Трамп, само собой, если это так, конечно, я сейчас не утверждаю, действует вот как будто бы, значит, вот такие вот договорники, которые там говорят, есть. А с другой стороны, мы видим, что вот эта сама вот структура, власти, которые есть в Америке, и она в соответствии с этим выполняет свои функции, как это положено. И они там в Организации Объединенных Наций проголосовали тоже за то, чтобы Путин вернул всех тех детей украинских, которые они захватили и увезли, и держат, как будто бы этого нет. То есть это решение тоже принято против вот агрессора. То есть сейчас мы видим, что в самой стране Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, все ее структуры власти, ну так скажем, те, которые выполняют свои функции, они, с одной стороны, действуют в рамках направления реализации тех решений и тех законов, которые есть, а с другой стороны, здесь вот идет вот такая вот работа, направленная, скажем, против всего этого со стороны руководства Соединенных Штатов Америки. Но мы можем только говорить, мы сейчас говорим с вами о том, что вот так вот
ставится вопрос на международном уровне, об этом говорят и политики, об этом есть информация из газеты, как у вас там, «Шпигель», там есть такая газета, да? Есть, Есть такая есть в Шпигель, Германии? да. Здесь вот «Фигаро», вот здесь французские тоже об этом говорят, и они говорят, что ситуация так напряженна, что все вот страны Европейского Союза уже на уровне того, что недоверие, скажем, Трампу, что он может защитить их в случае, если даже Россия нападет на европейские страны. Вот такая обстановка, Аслан. Спасибо, спасибо. Вот 350 тысяч в Европе, в Бельгии там арестованы миллиардов, да, там еще там какие-то суммы обсуждаются. Мы с Россией подписали договор о мире, принципах взаимоотношения в 1997 году, президент Масхадов, президент Ельцин, и Россия как бы обещала там восстанавливать, возмещать нам и так далее, и так далее. Потом она начала, взорвав свои дома, агрессивную войну против нас, обвинив нас в этих взрывах своих домов и так далее. То есть она нарушила ту договоренность, абсолютно наплевательски отнеслась и финансировала какими-то суммами, которые содержали вооруженные группы, которые подчинялись им непосредственно из числа местного национал-предателя и так далее. Имеем ли мы, наша ичкерийская власть, ичкерийский народ, право претендовать на деньги, которые будут уже арестовываются, делятся, выделяются там Украине и так далее? Имеет ли наша законная легитимная власть в лице президиума от лица чеченского народа изымать эти деньги и претендовать на них? И есть ли какая-нибудь... Нет, претендовать, конечно, мы имеем право. Но вопрос в том, что с этих денег, какова их будет судьба. Сейчас конкретно идет речь о том, что эти деньги пойдут на оборону Украины. А мы должны сейчас понимать, что в данной ситуации, так, что это сейчас главный вопрос. Если Украина будет, скажем, вот так вот изматана войной, и у нее не будет ни денег, ничего, тогда ей, это вопрос удар и по нашей, скажем, стране, и по другим государствам. Нам необходима победа над этим монстром, который вот так вот будет и дальше лезть и ломать современное международное право. Поэтому, нарушив международное право, они вторглись на нашу территорию, убивали наших стольких людей. Конечно же, мы продолжаем это повторять и говорим. Конечно, незаконно они это все сделали. Мы создали свое государство в рамках современного международного права. Конечно же, они поддерживают Россию, при том при всем, она ведет информационную войну и подпитывает разных отступников от нашей Конституции. И здесь даже на Западе мы об этом заявляем всегда, и мы знаем. И эти люди принимают какие-то решения о том, что якобы вот надо, значит, не то, что они вначале вообще молчали о нашей республике, всегда называли ее Чеченская республика, хотя мы с 1994 года переименовали ее. Потом, когда дело уже дальше пошло, они уже перекрасились и начали называть ее Чеченской республикой Ичкерия, как должно быть. Но в то же время эти люди не имеют отношения к нашей государственности. Это самозванцы и разного рода люди, которые практически своей деятельностью, зная или не зная, работают в пользу Кремля. Поэтому мы здесь и на Западе работаем. Наш президиум правительства Чеченской республики Ичкерия. И мы ведем дело к тому, чтобы после вот этой победы, которая сейчас должна быть обеспечена Украиной, а ей надо помогать. И наши добровольцы находятся в Украине, они стараются там вот этот вопрос решить. И даже там, среди этих наших добровольцев, есть такие силы, агентура, которые раскалывают и там некоторых людей, не только наших, но и в самой Украине это мы видим. Вот эта вся ситуация, она такая вот неоднозначная,
и мы должны в этом разбираться. С нашей точки зрения, по чеченской линии мы должны понимать, что мы создали свое государство в рамках современного международного права, и строго никто к нам не может ничего определить. И мы знаем, еще должны отметить, что наше государство после ее, значит, создания и после того, как она вышла из Советского Союза, когда тот развалился, мы приняли свою конституцию, и после этого наше государство было признано Грузией членом Организации Объединенных Наций. Некоторые хотят сказать, вот это было там что-то, это было давно, это, мол, слабо. Но слабо, не слабо, это вопрос другой. Но в международном праве, если член Организации Объединенных Наций признает наше государство, то это очень сильный рычаг и сильный аргумент. В то же время наше государство, как оккупированное незаконно, признало и Украина. Это тоже сильнейший аргумент для нас. И мы должны это понимать, в этом направлении работать. И все те, которые придумывают здесь разного рода какие-то вещи и говорят, что мы пойдем туда, там захватим эту территорию, мы там будем воевать, и мы там создадим свое государство. Эти люди, они практически то ли не понимая, то ли находясь в каком-то сонном состоянии, ведут эту работу и хотят подвести ситуацию в пользу Кремля. Некоторые из них это не понимают, а другие должны, не понимая, может быть, работают фактически их руководители, они могут оказаться в числе тех, которые работают на Кремль. Мы это понимаем. Поэтому мы вот призываем все страны и все государства, которые, значит, общаются с этими людьми, будьте внимательны, чтобы не было потом разговора о том, чтобы нам говорили, что вот вы нас не предупреждали, вы, чеченская власть, вот так и вот так. Нет, мы стоим на тех позициях, которые мы приняли нашу Конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. По этой линии мы действовали и четырежды изгоняли российскую армию с нашей территории. И после того, когда нам, как говорится, совершили провокацию, скажем, на религиозной основе, начали, значит, внутри народа раскол создавать, который Россия пыталась с первых дней же нас устроить, этот раскол, нас на разных уровнях, там на тейповых, значит, на каких-то там других горных, негорных или каких-нибудь других противоречий создавать пытались. Какие-то съезды проводили тогда в 92-м, 93-х годах, и расколоть хотели наш народ, но не получилось. Теперь в конечном итоге, видимо, их друзья, вот у этих российских руководителей, Путин, друзья, которые сидят в исламских государствах, они вот сделали так, что они пришли и заявили, скажем, нашему народу оттуда пришли, и туда брали наших молодых людей, бесплатных и обучали, бесплатных увозили туда-сюда, кормили, обували. И они потом, главным образом, их вот эти главные деятели, они заявляли, что мы, оказывается, не ту религию исповедуем нашим старым людям, которые веками там исповедовали религию, и начали говорить, что вы гауры, что вы не то, что вас надо чуть ли не убивать. Даже нельзя убивать русских, а этих надо убивать. И раскол произошел, и в этой ситуации России удалось захватить нашу территорию, еще в условиях, когда у нас уже не было, уже мало было человеческого ресурса, очень многие люди наши погибли, наши воины, все наши президенты в том числе, и в итоге и материальный, и другой ресурс, и остальной мир вообще-то из-за этих вот пропагандистских шагов, которые делал Кремль, мы оказались в тяжелом положении, и мы тогда перешли на партизанскую борьбу, потом мы вышли на Запад, специально направлены были люди туда, в том числе и я, для того, чтобы разъяснить остальному миру ситуацию, которая была в Чеченской республике Ичкерия, и с чем его как бы едят. Но и здесь нам пытаются мешать,
И здесь нам вот эти провокационные люди, которые всегда там действовали против нас тогда, они сейчас тоже здесь действуют. И поэтому в этой борьбе, которую мы ведем, с одной стороны, мы призываем этих людей, скажем, те, которые следуют за этими людьми, нашим, не поддавать этой пропаганде, потому что она лживая, потому что на этой основе то, что они говорят, что мы исламское государство там построим. Исламское государство построить нельзя. Исламским должен быть человек, народ. А то, что они говорят, это значит диктаторский режим. А наш народ всегда жил в условиях демократии. И у нас никогда не было ни князей, ни рабов. И это традиционно для нашего народа. И поэтому мы объясняем, что ситуация, которая сложилась в современном мире, вот с принятием современного международного права на основе свободы личности, это есть та ситуация, которая как раз-таки присуща и вековой традиции нашего народа. Поэтому здесь вот такая вот мысль, которую я хотел бы здесь тоже подчеркнуть дополнительно. Аслан? Спасибо, спасибо. Здесь Иса задает вопрос, и я хотел бы немножко его вопрос зачитать и дополнить его немножко. Вот он спрашивает и, соответственно, сформулировать двойной вопрос от меня и от Исы Аятова. Если доказано, что Россия, Путин преступник, то можно ли ее изгнать из постоянных членов Совета Безопасности, ну, из ООН? Нет, Иса, сообщаю, что согласно статье 6 Устава ООН, исключение государства-члена только по рекомендации Совета Безопасности. А так как Россия является сама постоянным членом Совета Безопасности ООН, ее исключить оттуда таким способом нельзя. Она сама может наложить вето на любое решение. То есть они подстрахованы, все 5 стран, постоянные члены Совета Безопасности, они являются такими главными в этом органе. Но есть другой пример. А это когда, например, Россия незаконно занимает место СССР в этой иерархии, в этой организации. И вопрос Исы и мой касается того, вообще что-нибудь можно сделать с этой Россией, чтобы ее лишить через подвергнуть сомнению легитимность ее места, которое она занимает, место СССР. Там, я не знаю, там украинский представитель, который там есть, он предлагал, нет, это был, по-моему, литовский представитель, он говорил, что вообще пропуски отобрать, их не пускать на заседание просто. Можно просто не пускать их на заседание. Ну вот какие-нибудь методы, что-нибудь можно, а то как будто с ветряными мельницами реально боремся. Они там заседают, обсуждают, делят миллиарды, триллионы, а для нас это кровь, геноцид и катастрофы. Но мы с вами понимаем все, что Россия, которая была создана в 1992 году, с 31 марта 1992 года, это незаконное образование. Оно было создано незаконно. Да. Почему оно было создано незаконно? Потому что после развала России и их лозунги о том, что мы, значит, идем в рамках современного международного права, о котором говорил еще Горбачев в свое время, перестройка, гласность и демократия. На эту основу, значит, кивая, они развалили Советский Союз. И после того, как они ее развалили, они говорили, что мы действительно так и будем делать. И дальше мы, мол, создадим СНГ, все будут так бы равные. И это мы сделаем. Но получилось вот что. Развал России произошел не по тем правилам, не по тем законам, которые были в Советском Союзе приняты. Просто было, значит, 3 участника республик РСФСР, Белоруссия и Украина. Их руководители подписали какие-то там документы и приняли, их парламент принял решение о денонсации договора, о создании России, Советского Союза в 1922 году. Значит, этот вопрос, даже если они это и подписали, сам процесс дальше должен был идти в рамках международного права и соблюдения, значит, пунктов, которые есть
и в принципах международного права. На этой основе как раз-таки вот чеченскому народу тогда удалось, скажем, сделать это, решительно выступив. Мы, значит, провели общенациональный съезд своего народа. На этой основе, значит, мы в 1991 году, 27 октября, значит, избрали власть нашего государства. То есть народ избрал эту власть. Так? И после этого, когда Советский Союз исчез, мы, значит, наш парламент принял конституцию своего, как я сказал, суверенного, независимого, демократического правового государства. Что отличительно, можно сказать, дальше. Это если мы, чеченцы, смогли, чеченский народ, если это смог, другие все народы, которые являлись также, имели право при развале Советский Союз, имели право на создание своего государства, им не было это позволено. Фактически Ельцин и его команда, они практически блокировали все, что могли бы эти народы сделать, хотя некоторые из них и сумели это сделать, Татарстан и Башкортостан, они предпринимали какие-то шаги, но они в конечном итоге, их руководство согласилось и потом подписало этот федеративный договор. В принципе, потому что вот эти все республики, я имею в виду из РСФСР, которые стали союзными, а потом и стали государством, им не дали оформиться как государство. В то время как Чеченская республика это удалось сделать. И если бы они оформились для чеченцев, это было бы хорошо. Им очень хотели, чтобы это было. И поэтому мы оказались в одиночестве в борьбе против этой империи. И таким образом они незаконно создали это государство, потому что эти республики, которые вошли в состав нынешней Российской Федерации России, это незаконно создано, потому что их подписывали не представители этих народов, не народ голосовал. Они говорят, что это решение народа. Где это было решение народа и где они голосовали за подписание федеративного договора? Нигде этого не было. Таким образом, это было сделано в обход, значит, прав этих народов. То есть они уже шли не к демократии, а шли к диктатуре. Да. Когда они уже у себя тоже это сделали. Поэтому я хочу сказать, разговоры о том, что можно или нет, это диктатура, и потом она в конечном итоге, как мы с вами знаем, вылилась, значит, в империю, которая уже планы строила вернуть все территории бывшего Советского Союза и даже исторической России. Вот в этой ситуации, обладая этой мощной ядерной, так сказать, вооружением, и с ней, как сегодня, связываться остальные государства мира, чтобы этот случай бояться. Поэтому они потихоньку как-то хотят решить этот вопрос без применения военного, значит, блока, но я имею в виду атомного оружия, так? Вот и вот здесь вот стоит, и еще они взяли эту страну в Совет Безопасности вместо, скажем, Советского Союза. Вот такие проблемы стоят, которые сейчас пытаются решить, скажем, европейские страны, скажем, и остальной мир, потому что этот монстр, он пытается только захватить эти все государства и пытается в конечном итоге еще расшириться. Вот я что могу сказать на этот вопрос, который вы задаете с этим Исой. Да. Ну, вот тогда еще немножко продолжение этого вопроса от Исы. Значит, Украина может поднять вопрос в ООН о несоответствии РФ ООН. Ну, Украина этим занималась, и, я думаю, занимается. Может, да? Да, он может поднять вопрос, но ты же сам сказал, что любая страна из 5 государств, которые есть члены постоянно, да, они могут это взять и отменить. Да. Все. Вот такой, знаешь, что такой капкан. И сейчас это вопрос такой, что теперь вот можно это дело, понимая это, здесь вот эта ситуация как-то не решается. Пока не решается, но остальные страны мира, я так полагаю, это мое мнение, конечно, отдав вот этим 5 странам вот это все решение, любое решение, которое принимается, скажем, в Организации Объединенных Наций или в других местах,
практически эти 5 стран, любая одна страна может поднять голос «я против», и все, это все не считается уже законом. Вот что происходит. Они как бы вето накладывают, знаете, вот на Да, любое решение. да. Поэтому здесь вот эти сложности правовые. А с точки зрения права, допустим, вот те страны, которые, скажем, Молдова, скажем, Грузия, наша республика, которой мы были созданы, мы создали ее в рамках современного международного права, вот за это мы должны сейчас пытаться отстаивать ее, а эти народы, которые сейчас есть в составе России, с нынешней Россией, они могут вернуться к тем, скажем, временам, когда их лишили права принять на свое, значит, усмотрение, куда им пойти после развала Советского Союза, создать свое государство, войти в состав другого государства и создать конфедеративное государство. Вот эти 3 момента записаны в международном праве, и они могли это сделать. А их это лишили незаконно. То есть их права ущемлены в этом плане. И вот теперь Путин, помните, заявляет он, говорит, что это в Советском Союзе можно было выходить, там закон был выйти из СССР, а у нас этого нет, он говорит. То есть он поставил здесь как бы крест на том, чтобы оттуда могли выйти эти республики. И те, которые сегодня говорят, вот мы создадим и все такое, то значит это говорит о том, что они надеются на то, что Путин даст им согласие, или надеются на то, что развалят Россию. Вот это сомнительные моменты, о которых вот здесь ведут разговоры, и вряд ли это получится в данной ситуации. Но из того, что вот я рассказывал, по моему мнению, это вот так. Аслан? Ага. То есть Эд спрашивает вас, а в таком случае получается, что ООН сами нарушает свой же закон? Нет, там же у них прописано 5, да, конечно, если у них 5 постоянных членов Организации Объединенных Наций, и любой из них может, значит, взять и вето наложить на любое решение, то, в принципе, это несправедливо. Да, это несправедливо. И получается, что вот такая ситуация, с ней вот здесь как бы, значит, надо решать это не войной, а здесь давлением, решением стран принимать это дело. Но где-то вот так и Соединенные Штаты могли бы этот вопрос поднять и решать, но мы сегодня видим, что ничего не сходит с места. Вот что плохо. Вот такая ситуация, Слава. Понятно. Как вы считаете, Аят, может произойти так, что произойдет большая мировая война, и мы просто получим новую архитектуру безопасности, и ООН будет либо переформатирован, либо распущен и создан новый какой-нибудь орган? Это возможно? Аслан, об этом же все мечтают. Да, и я. А ты меня спрашиваешь, может, будет так или нет? Я же не смогу сказать, будет или нет, но, по крайней мере, направлено все на то, что было бы решение справедливо. Отношение, ведь в основу этого международного права положено что? Это свобода личности. Отсюда, раз свобода личности, это значит свобода многих людей. Тысяч, миллион, свобода. Значит, он имеет право голосовать, он имеет право обладать информацией, он имеет право на социальную защиту, он имеет право, значит, быть свободным от политического преследования. А это все отнимает. Если у одного человека отнимает, значит, отнимает у целого народа, у целых народов, понимаешь? Вот к чему это все сводится. И здесь вот такая ситуация складывается, да? Ясно. Аят, вот Викинг задает вопрос. Аят, что за заявление Трампа о выходе США из НАТО и сближении между США и Россией? Трамп хочет сказать, что Украина – это дело Европы? Ну, я хотел сказать, что такое заявление он делал раньше, что он это заявление сделал, но как раз решение-то они не приняли. Вот что, он делает какие-то заявления, он много делал заявлений, которые, казалось, были бы хорошими, некоторые из них так, ну а как-то решение не принимает,
и как-то здесь вот действие не воспринимается, никаких указов по этому вопросу нет. Но я вот как раз хотел вам сказать об одном вещи. Вчера, вот я прочитал, значит, Соединенные Штаты Америки 5 числа, значит, они сделали заявление о новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Вот это, значит, в котором Белый дом опубликовал вот это решение, так, свое. И говорится, что Соединенные Штаты Америки отказываются, смотрите, отказываются от односторонней защиты и поддержки более слабых игроков стран и переходит к тактике взаимовыгодных отношений, в первую очередь уменьшит военную помощь ЕС, чтобы ЕС крепко стоял на своих ногах. И имеется в виду, и другие, вот если о чем здесь речь, как раз то, что мы говорили, вот они вот вчера выпустили, или сегодня выпустили вот такой документ, заявление, что они отказываются от односторонней помощи и защиты более слабых игроков. Знаете? И переходит к тактике взаимовыгодных отношений. Что это такое? Это говорит о том, что, допустим, если, ну, к примеру, возьмем, если Чеченская республика Ичкерия, она в экономическом и военном отношении слабее, допустим, России, то значит, они не будут поддерживать, а экономически выгодные отношения они будут строить. Или вот Украина сейчас, так? Она более слаба, чем Россия, к примеру, да? И они говорят, что мы отказываемся от односторонней защиты и поддержки более слабых стран, имеется в виду, игроков. Вот как вот это разъяснить сейчас, как это понять, вот вопрос в чем. Вот этот вопрос очень-очень интересный, и это опубликовано сейчас на сайтах, опубликовано, ну, «Голос Америки» и другие везде. Вот, пожалуйста, я это читал вот буквально перед нашим с вами вот стримом, я про это прочитал. И там это есть. То есть получается, что Соединенные Штаты Америки, они не будут помогать, скажем, более слабым, а будут искать, есть ли какая-то выгода от этой ситуации, с которой складывается вот в отношениях и между, допустим, Украиной и Россией. И она будет смотреть, что там взаимовыгодно, что есть. То есть они переводят это, как говорится, на финансовые отношения, на экономические отношения. Это же война, а в законе, который они приняли в 2017 году, там не говорится о том, что помощь будет, в смысле, смотря на экономически, слабее она или сильнее, а говорится о том, что надо решать этот вопрос, прямо решать этот вопрос таким образом, чтобы агрессор был осужден и агрессор потерпел поражение. Вот о чем. И вот такая ситуация складывается сейчас. Аслан? Спасибо, Аят. У нас меньше, чуть больше 12 минут до часа. Хотел бы затронуть тему, важную тему касательно взаимных ударов фашистской России и обороняющейся Украины. Россия наносит смертельные удары, кровавые, страшные удары по гражданскому населению, по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, больницам. Ну, вы это вначале еще озвучивали, это мы все видим, сердце обливается кровью, какая жестокость. При этом цинично Путин утверждает, что они какими-то хирургическими, ювелирными способами ведут войну против Украины и так далее. И Украина отвечает, наносит по всей территории России удары, и также по временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия был нанесен удар, уже неоднократный. Бьют по казармам, где собираются вот эти так называемые кадыровцы, росгвардейцы, то есть местные чеченские парни, которые служат в оккупационных вот этих войсках. Ну и был удар нанесен, правда, ночью в пустое здание по Чхаймартановскому ФСБ. И сегодня, вчера был нанесен удар, как сообщает американское «Настоящее время», что это украинские дроны ударили.
Украинский доброволец, чеченский доброволец в Украине, сегодня я смотрел видео, где он заявляет, что это, скорее всего, удары ФСБ, могут быть это не украинские удары и так далее, что украинцы не бьют по гражданской инфраструктуре. Хотя этот Грозный Сити, так называемый, это бизнес-центр, это, конечно, может быть и гражданским быть объектом, но может быть и военным, если там собирались какие-нибудь там военные, проводили какие-нибудь чиновники свои заседания. Ну, по ФСБ не бьют. Вообще, что вы считаете, Ая, что происходит, почему вот эта эскалация происходит, и далеко ли она будет продолжена, и вообще имеет ли она а, выгоду, пользу для Украины наносить такие одиночные удары? Ну, здесь Спасибо. мы об этом уже говорили. Как ты сказал, что этот человек, который заявил это, скорее всего, он сказал. Да, скорее всего. Значит, у него точной информации нет, и у нас с вами нет точной Нет. информации. Но, по крайней мере, если говорить о том, что рассматривается Чеченская республика, Ичкерия, территория ее рассматривается как оккупированная страна и частью России, так? Да. То в этом смысле, по этой логике, украинцы могут ударить туда, послать туда дроны, потому что оттуда идут постоянно вот эти разного рода угрозы. Мы вас возьмем, мы вам покажем, мы вас это, и все такое, тоже от руководства марионеток. Это зря они это делают, но я понимаю, что они это делают по указке из Кремля, не сами. Поэтому получается где-то подстава, если бьют по мирным людям, то подстава наших граждан. Для Мгм. этого как раз-таки это выгодно Кремлю. Они могут и сами там ударить, и сами это могут сделать, но по которой есть данным, там кто кого убили, что случилось, нет. Ясно, что от Шамартане вот этот комплекс для спецслужб, они его ударили, там что-то там поломали. В общем, видно, что он разрушен. Ну так вот, фасад починить надо. А если, значит, там собирается, это становится в Грозной, так называемый сегодня, город Жигари, они собирают всех вот этих добровольцев, так называемых, которых они забирают, и там у них есть, ну, скажем, тренировочная база, где они Да, да. всех воинов, которые пойдут в Украину, это тоже не очень хороший, так сказать, сигнал для того, чтобы значит, с этим быть спокойной. И поэтому украинцы, может быть, и по этому участку ударить могут, потому что там они собираются, их показывают, там тысячами стоят, устраиваются, демонстрируют их, а туда сейчас украинские дроны могут попасть, они могут достать это. И Да. поэтому здесь вот эти моменты для Кремля, собственно говоря, вот эти два момента, Кремль, он его, видимо, рассматривает с точки зрения того, что им нужны чеченцы вообще, так? Другое дело, там руководство, которое они с ними работают и перешли на их сторону, они их не считают, а остальные, чтобы не нарождались чеченцы, которые могут в будущем и снова встать, и снова, значит, бороться за свою свободу, освобождение своей страны. На сей раз освобождение нашей страны. Вот так стоит вопрос. И поэтому здесь, конечно, мы должны понимать, что вот эти такие вот разовые удары и все такое, оно идет из Украины по разным регионам России, но в основном, как мы знаем с вами, по их энергетическим и Да. военным объектам, так, везде, мы видим это. А там, вот говорит, они попали там в какой-то комплекс, там квартиру одну или две, не знаю, подожгли, не знаю это. Поэтому мы, скорее всего, будем за этим следить и узнаем, что там было. Я думаю, вот так вот надо к этому отнестись. Аслан. Мгм. Ага, спасибо, Аят. Аят, а вы считаете, эти удары будут продолжены Украиной? Или это такой акт устрашения, такое погрозили пальцем и на этом могут остановиться? Ну, как сказать, продолжат они или нет, но вопрос здесь совершенно
такой, что они могут по любой точке, где есть угроза для Украины, это они имеют право, так, с точки зрения логики, с точки зрения международного права, они имеют право на это, имеют право. Их бьют, на них день и ночь убивают их людей. Конечно. Их людей, Гражданских. значит, детей, они всех собирают и забрали к себе, и не отдают. Я же говорил, вот, было голосование в Организации Объединенных Наций, где Америка проголосовала за то, чтобы вернули этих детей. Мгм. То есть там вот такая ситуация складывается. Но здесь есть мнение о том, что вот сейчас Запад, он, видите, как-то разворачивается. Он уже опасается, что Соединенные Штаты Америки, они как бы на стороне России, как и в основном из-за того, что вот он там хотел, Трамп якобы эти 2 триллиона, но это тоже, как бы, мы сейчас говорим, и я говорю, мы говорим о той информации, которая нам вот так вот преподносит все там разные политики, кто там участвовал, интервью, которые они давали, вот глава администрации этого Путина там давал это интервью, и другие там помощники, и всего из этого как бы, значит, высасывается главный момент, который промеж строк видно. И поэтому люди, специалисты об этом и говорят. Вот так вот, Аслан. Спасибо, Ая. И вот я последнее хотел бы еще, есть время, задать вопрос по поводу, вот то, что Шамиль пишет нам здесь. Сегодня бегущая строка на РБК проинформировала, что Кадыров атаковал 60 объектов в Украине, в 10 районах, то есть не фашистскую Российскую Федерацию атаковала Украину, а именно Рамзана. Интересно, почему так мало, и, ну, и так далее. Не переходит ли это, видите, Рамзан Кадыров говорит, он это Россия, Россия это он, но как только начинает бить по Чечне, тут он личную месть объявляет. Значит, не совсем все-таки он Россия. Или что происходит? И сейчас как будто Кадыров начинает войну против Украины, там где-то русские забываются в стороне и так далее. К этому все Но идет. это понятно, что это политика Кремля, которые хотят весь удар перенести на чеченский народ, так, который сам находится в очень тяжелой 37-е или другие самые страшные года, они находятся в страшной ситуации, и поэтому я думаю, что украинцы понимают, что это провокация со стороны Кремля, и то, что там делают заявление, что они атаковали что-то или что-то делали, это тоже понятно, что это за провокация. Я так понимаю это все. И они могут любые вот заявления делать, но надо к этому относиться, ну, понимая, что какие возможности у них есть, чтобы атаковать Украину. Это нисколько не имеет. Если он там уже вместо Путина сидит в Кремле, это другой вопрос. Но пока что он в Кремль не сел же, Кадыров. Так я понимаю. Нет, да, правильно. А вот здесь пишут, что очень мало чеченцев верят, что это ударила Украина именно вот по Грозной Сити, даже, может быть, по этому зданию ФСБ Шоймартановского района. Но Вы да, как мы же тоже говорим, скорее всего или не скорее всего, надо точно это уточнить. Мы тоже это говорим с тобой. Вот Да, ну, это вопрос такой, да. могут и морально, и физически, технически россияне могут, ФСБ может. Да, да. Я хочу здесь, пока там у нас еще время есть, Аслан, да, еще Мгм. про один вопрос здесь сказать. Давайте, Я будет даже здесь, интересно. оказывается, вот пошла информация такая, да, что в самой Украине тоже вот такая, значит, скандал такой. Мгм. Оказывается, вот в то время как вот Запад, Европейский Союз, они пытаются, бьются за Украину, ну, мы видим, да, но это такая вот информация идет. И подчиненные ГУР и ВСУ спорят за санаторий «Желтый», так называемый. Так? И получилось так, что 3 числа около 70 вооруженных людей в масках напали на санаторий «Желтый»,
захватили, там взломали ворота, захватили людей, взяли 1 человек в заложники, которых затем отпустили. И тут, собственно говоря, о чем идет речь? То есть речь идет война против, скажем, России, агрессии, а здесь внутренние вот такие разборки. И очень это большая критика, но, скажем, западные политики молчат об этом, потому что все говорят, это в то время, как идет война против России, Запад принял такое вот молчаливое, значит, отношение к этому. Но и в то же время говорит, я слушал одного блогера, он говорит, что на Западе в то же время вот очень известные люди, интеллектуалы выступают и говорят о высокой интеллектуальности людей из среди украинцев. Высокая вот у них интеллектуальная, значит, способность из этого народа. Они были одними из тех, кто создавал космические корабли. Они были одни из тех, кто создавал эти атомное оружие. В основном они, так? И теперь вот эти вот, они поэтому хотят захватить этот народ, захотят захватить вот этот потенциал, который нужен для защиты всего мира, так? Они это хотят захватить, в смысле в Кремле. Кремль хочет захватить вот это состояние этого народа, откуда вот такие вот умные, интеллектуально и технически подготовленные люди, которые выходят. И поэтому это нельзя делать. В то же время другие выступают, об этом говорят. Вот такая вот ситуация, тоже я хотел об этом сказать. Мгм. Вот. В Ичкерии отключили, в Ингушетии, в Ичкерии и в Дагестане отключили интернет, информационная блокада, пишут. Не знаю, насколько это точно или везде ли отключили, но это может быть связано с тем, что сейчас ударили сами по этому, Может быть, Грозный-Сити. конечно. Может быть. Не, И ш Грозный Сити вряд ли. Это может быть в связи с тем, что все меньше и меньше энергии даже в Москве было вот на днях там отключали целые районы. Ты слышал об этом, да? интернет? Да, нет, электричество даже, не то, что Не, интернет. про интернет, да. Я понял. А интернет это, конечно, Москва, да. Конечно, Москва это. Я просто не Думаете, понял. Москва по Грозному Сити ударила именно, чтобы вот убрать интернет и полностью информационную блокаду сделать? Самбулчный, да? Может быть, не то, что может быть, а это как раз в их интересах. Поэтому Да. мы надеемся, что ситуация может измениться как-то. И, может быть, все же Путин разумеет и отведет свои войска и переформатирует вместе со своими окружением вот эту систему власти. Иначе все идет к какому-то коллапсу. Это очень опасно. Аслан? Так, у нас Баркалла, есть, вот у нас тут приветствую. слушают, здесь есть, у меня здесь есть слушают. Есть вот кто-нибудь? Умар, есть вопросы? Вот у меня слушают здесь в телеграм-канале. У тебя есть там кто-нибудь еще? Ну, здесь есть вопросы, возвращаясь к ООН. Тут ребята пишут. Мгм. Так, сейчас я найду. Так, здесь был вопрос. Вот, ИСы США подчиняется федеральным правилам, феодальным правилам во взаимоотношениях с остальным человечеством. США капут демократии? Ну, мы об этом уже говорили. Они говорят о всей стране Соединенных Штатов нельзя, потому что вот в 2027 году будут промежуточные выборы, и там может ситуация измениться, когда, если демократы там выиграют, то может ситуация с этим вопросом резко измениться. Об этом идет речь. И сейчас они говорят, что рейтинг президента Трампа упал настолько ниже, что во всей истории, скажем, Америки не было такого рейтинга. Может быть, это и неправда, но такие вот заявления делают вот здесь. Информация, все идет. А там еще то, что мы сейчас вот говорили сейчас с вами, да,
Мгм. Это говорит только о том, что информационно идет здесь действие, так, и как бы, значит, людей э, делают ну, посвященными в эту ситуацию, а сами, чтобы в этом направлении вышли какие-то документы, указы или законы, отменяющие то, что есть в Соединенных Штатах Америки, пока нет. Поэтому мы будем надеяться на то, что Трамп, он изменит свою в этом отношении позицию, если она у него такова, действительно. Если он изменит, то мы будем считать, что это правильно. Пока что нас вот пичкают, как говорится, весь мир пичкают вот этой информацией. Мне там было интересно одна вещь, я все об этом думал, Слав. Когда вот они собрались, Витков и Кушнир, Кушнер. там, встретиться с Путиным, они 5 часов там сидели, и что-то неожиданно из Китая прилетел министр иностранных дел Китая. Не помнишь, что это? И говорили, не случайно он прилетел. Не случайно говорили. Мгм. Нигде я информацию не встречал, может, кто-то знает, но не знаю, почему он мог бы именно в те дни перед началом встречи этот прилетел туда. И не случайно. Он раньше не летал. Где-то какие-то там у них были, наверное, свои дела, которых мы не знаем. То есть здесь можно о чем угодно говорить, но обычно, как мне известно, вот эти все дела, которые будут делать, они держат вначале в большой тайне. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Как Мгм. говорится, слава Украине и героям слава. Героям слава. Слава Здесь Чеченской Республике. Амин, амин. Аят. И вот последний вопрос, если можно, по поводу, Эд задавал его, по поводу того, что возможно ли, что вот сейчас Трамп, я сейчас этот вопрос не точно, может, процитирую, вот он. А, Трамп очень злой на ООН. Я думаю, пока руки не дошли до ООН. Я думаю, будут ставить вопрос о переформатировании ООН. Как вы думаете? Трамп зол на ООН, да? Да. Да, он Эскалатор не говорил, работал, он суфлер не говорил, я работал. помню, он говорил, что мы вас кормим здесь, вы здесь находитесь, давайте перемещайтесь куда-нибудь в другое место. И вдруг в этот момент, как, наверное, ты помнишь, случилось вот такое. Вдруг Китай начал заявлять, что мы вот готовы этот ООН перебросить к себе, Прикинь. содержать. Прямо не было. И тогда Трамп, он решил, ты смотри, они как бы уходят из страны, которая является центральной и самой ведущей, и все вот эти козыри отдает, мол, Китаю. А Китай там заявлял, давайте, и все такое, поднимал эти вопросы, если вот помнишь, ну, люди, наверное, помнят, кто слушали, и после этих разговоры прекратились. Вот здесь вот такая ситуация. Мгм. Он понял, что ОМОН это как бы тот орган, который ему нужен под боком и на который делает ему авторитет. Он понял так. Мгм. Я так думаю, Аслан. Ну, тогда, я думаю, на этом наш стрим сегодняшний предлагаю закончить. Завершим, да. Ну, давай Было тогда интересно. завершим. Делись свой аят. Спасибо всем, друзья. Да, обертки. Да, спасибо. Спасибо всем, кто слушал нас, вопросы задавал. Адик Юрьевич, до свидания. До свидания.